Заира Сугаипова, так зовут девушку, действительно сбегала из дома. Но причиной стало вовсе не замужество. Девушку завербовали. На группу в социальной сети ВКонтакте, посвященную феминизму на Кавказе, мы специально не показываем ее название, девушка подписалась 2 месяца назад. Основная цель группы – якобы пропаганда свободы среди кавказских женщин. Но о какой защите идет речь, если даже хиджаб здесь воспринимают как атрибут ущемления прав? Прожив 15 лет из своих 20 в Москве и лишь изредка навещая родственников в Чечне, Заира настолько прониклась псевдотрагическими историями, якобы написанными реальными девушками, что и сама начала верить в то, что женщинам на Кавказе и в самом деле так плохо живется. И даже то, что большинство аккаунтов, подписанных и проявляющих активность в группе, это Аня, Света, Вера, Катя, Марина, Ольга и Олеся, а вовсе не имена, распространенные в кавказских семьях, администраторы группы объясняли мерами безопасности собственных подписчиц. Так как там и моя ситуация выложена, и это как бы ложь. И я сейчас понимаю, что там, наверное, 90% ситуации, это также вот высосанная из пальца ситуация. И, я раньше, когда читала, мне было жалко девушек. И так как я сама девушка, и у меня эмпатия хорошо развита, я как бы вовлеклась в эту группу. Там были фейковые страницы, и, как мне казалось, под фейковыми страницами сидят, чеченки. Вообще, в принципе, не только чеченки, а дагестанки, я не знаю, ингушки, вот. Но то, что обсуждают только русские, мне это казалось в целях безопасности, я не знаю, то, что просто девушки не пишут. Но они это так объясняли. Сейчас, да, мне кажется, это странно, мне кажется, вся эта группа — это просто провокация. Поэтому, когда у девушки начались проблемы в университете, начитавшись истории, почувствовав себя угнетенной и непонятой, боясь осуждения родных и получив слова поддержки от подписчиц группы, 3 июля Заира обратилась в кризисный центр для женщин и детей «Китиш». Адрес организации, как и десятков других центров подобного типа, был опубликован в той же группе ВКонтакте. Ну а сейчас как ты рада тому, что покинула те стены и с родителями? Да, я рада. Что я дома. В последний момент я просто очень сильно расстроилась. У меня были с университетом проблемы, и это стало последней каплей. Я подумала, что меня очень сильно наругают дома. То есть это не было так спланировано за год, за два. Это было спонтанно, на эмоциях сделано. Когда я туда ехала, у меня было ощущение, что я делаю что-то не так. То есть я сразу же начала сожалеть, просто с первой секунды. Но, как мне казалось, у меня пути назад нету. То есть я опять-таки очень сильно драматизировала. Я думала, что дома все злятся. Но так как мне внушили то, что родители — это враги, и когда я туда ехала, я думала, что назад мне дороги уже нету, хотя я очень сильно хотела вернуться, скучала по своим родным. Спустя 4 дня я уже очень сильно раскаялась, мне не хватало родителей, я позвонила маме, мама сказала, что все хорошо, что они могут за мной приехать, я просто выбежала оттуда, и они за мной приехали. То есть я все вещи там оставила, просто родители за мной приехали. Ты можешь несколько слов более подробно сказать об этом, что ты спасла других? Они просто внушают, что родители — это враги, то, что нас за людей не считают, в смысле девушек, то, что все унижают, сказать, на уровне даже государства, всего, то, что у нас нет никаких прав, нас ущемляют. По такой же аналогии, надеюсь, примерно. Потом тебя жалеют, ты начинаешь в это тоже верить, и так дальше происходит. 13 июля, когда семья собиралась отправиться в Грозный на летние каникулы, билеты на рейс, к слову, были куплены за месяц, в аэропорту Сугаиповых ждал целый батальон правозащитников. Они всячески пытались воспрепятствовать этой поездке и даже обратились в службу безопасности аэропорта. Смутило ли тебя то, что в аэропорт защищать твои права приехали правозащитники, которые, оказывается, обращались и к силовикам, чтобы тебя вызволить из родительского плена? Что ты можешь об этом сказать? Меня смутило, потому что я у них не просила помощи, я никого не звала, никому не звонила. Они приехали, хотели мне помочь, то есть я объяснила, что мне не нужна помощь. Я им несколько раз сказала, что со мной все в порядке, что я лечу добровольно. Мы полиции написали объяснение, что все в порядке, то есть я, сестра, мама. И даже после этого, мы думали, что уже все в порядке. То есть мы думали, что они успокоятся, если поймут, что со мной все хорошо. Но нет. В общем, просто так они не отстали. Да.
Возглавляла акцию некая Дарья Сиренко, хорошо известная в определенных кругах феминистка. Свои взгляды она публично демонстрирует в выступлениях, статьях и даже творчестве. Именно ее слова о том, что Заира в аэропорту находилась под действием наркотических препаратов, цитируют все СМИ, публиковавшие историю молодой девушки. Я ничего не пила ни в тот день, никогда вообще в жизни. Я не была заторможенная, просто немного испугалась того, что было. То есть они оказывали на меня давление психологическое. Они со мной грубо разговаривали, они кричали на весь аэропорт, но мне было стыдно, там были люди, там были наши люди. Вот. Я просто испугалась, немного впала в ступор. Они это восприняли так, что как будто бы я под чем-то. То есть сама ты им не говорила о том, что тебя накачали препаратами, ничего такого? Я с ними вообще не связывалась. То есть я им не звонила, не писала, ничего. Ну а скажи, пожалуйста, как они все-таки узнали про то, что ты вылетаешь именно в этот день? Они дежурили с ночи, то есть они просто искали меня по фотографии. И когда они меня кликнули, я обернулась. То есть они просто вот как-то в пустоту крикнули Заир, но я по своему рефлексу обернулась. Вот. И тогда они уже начали. То есть это неправда, то, что ты своей подруге сказала о том, что ты вылетаешь, она потом им передала, и такая цепочка произошла? Если бы это была правда, я бы с ними ушла. Я бы и полицейским сказала, что меня насильно везут замуж. Ну, если бы мне реально нужна была помощь, у меня там было тысяча способов, вариантов уйти от замужества якобы. Чтобы после просмотра этого интервью у провокаторов больше не было возможности сказать свое коронное «она была под действием психотропных препаратов», прямо во время беседы Альви Каримов просит девушку на весь мир рассказать о своем состоянии на данный момент. Вот я хотел бы, чтобы ты четко, ясно сказала, если если ты сейчас находишься под каким-то воздействием, скажи, я нахожусь под воздействием. Если ты под давлением матери нашей и так далее, скажи так. Если нет, нет. Ты свободный человек, как и все вот, свободные люди. Но нет, никакого воздействия нет, ни психотропного, ни другого. Я сама сюда пришла с мамой, потому что захотела. Тебя пичкали лекарствами, наркотиками? Нет. Можете даже взять мою кровь, у меня даже близко наркотик никогда не подходил ко мне. История Заиры Сугайповой, только пересказанная на лживый, но такой нужный псевдоправозащитникам лад, наверняка тоже станет частью доклада об угнетенных жителях Чечни. Но почему в таких отчетах наш небольшой по своим размерам регион всегда занимает главную роль? Что это, если не целенаправленный западный заказ против республики, когда бьют по самому больному?